Добрый день. Итак, урок номер 46. Что такое цивилизация? Урок в 6 классе, русский язык и литература. Сегодня на уроке вы познакомитесь с основными смысловыми группами наречий, научитесь различать виды наречий и употреблять их, применять правила слитного и раздельного написания, не с наречиями, анализировать текст с использованием памяток. Слово «цивилизация» заимствовано из латинского языка, что и означает восхождение к городской культуре. Как вы понимаете значение данного слова? Итак, обратимся к словарю. Прочитать словарную статью из словаря русского языка. Итак, цивилизация. Первая ступень общественного развития и материальной культуры, характерных для той или иной общественной политической информации. Античная цивилизация, современная мировая культура. Итак, упражнение номер 2. Подберите к данным наречиям подходящие по смыслу глаголы. Поставьте к ним вопрос. Составьте с любыми 3 наречиями различные по цели высказывания предложения. Так, наречие образа действия. Хорошо, плохо, по-дружески, по-весеннему, вдруг, по-русски, быстро, медленно. Быстро, как? Бежать, как быстро? Например, он быстро побежал домой. Наречие места. Так, наречие места. Вопросы где, куда, откуда. Налево, направо, там, везде, сюда. Итак, давайте, допустим, где? Отдыхать где? Там. Например, мы отдыхали там, где было тихо. Наречие времени. Давно, рано, сегодня, накануне, весной, ночью, допоздна, никогда. Например, когда? Вставать когда? Рано. Я рано встал, чтобы все успеть. Итак, упражнение номер 3. Составьте и запишите распространенные предложения с наречиями меры и степени. Подчеркните их как члены предложения. Очень, немного, чересчур, совсем, еле, вдвое, слишком, пополам. Итак, например, в какой степени, стараться в какой степени? Очень стараться, да? Он очень старался выполнить задание вовремя. Немного устать. Она немного устала после тренировки. Итак, упражнение 4. Распределите в 2 ряда словосочетания с наречиями причины и цели. Составьте предложение с любыми 2 наречиями. Итак, сделать нарочно, обидеть сгоряча, не разобраться сослепу, сказать поневоле, поступить назло, приготовить специально. Итак, причины: нарочно, специально, назло. Цель: чтобы, специально, для чего. Например, примеры предложений. Нарочно сделать ошибку. Он нарочно сделал ошибку, чтобы проверить внимание. Или готовить специально. Зачем? Да? Специально. Она готовила специально для праздника. Итак, не с наречиями, которые оканчиваются на «о» и «е», пишется слитно. Если слово без не употребляется, если наречие с «не» может быть заменено синонимом без «не» или близким по значению выражения. Нелепо не употребляется. Так, поступил нехорошо, плохо. Не с наречиями на «о» и «е» пишется раздельно, если в предложении есть противопоставление с союзом «а». Если к наречию относится слово «далеко», не
вовсе не, совсем не, ничуть не, нисколько не, никогда не. Недалеко, а близко. Нисколько не страшно. Не по-дружески. Итак, упражнение номер 5. Заполните таблицу, распределяя наречия по смысловым группам. Составьте 3 предложения с любыми наречиями, иллюстрируя каждое из 3 предложений правила. Итак, время когда, место где, направление недалеко. Нужно нам данные слова распределить. Итак, когда? Время: недавно, вчера, скоро, утром, вечером, давно, потом, завтра, раньше. Место: недалеко, рядом, здесь, вдали, сверху, внизу, влево, слева. Направление: куда, откуда. Вперед, вверх, вниз, назад, направо, оттуда, туда. Итак, предложение. Вчера я рано вставал и успел сделать все запланированное. Так, место. Мы остановились рядом с лесом и долго любовались природой. И направление. Он посмотрел вперед и заметил приближающуюся машину. Итак, на этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, оставляйте комментарии. До скорых встреч!